Республика Коми присоединяется к культурному проекту «Святыня неразделенного христианства». По задумке на территории региона появятся 2 туристических маршрута. Путешествия под покровительством Николая Чудотворца и книга веры и верности. Архитектурные ансамбли, рукописи, печать. В проект войдет наследие духовной культуры нашего региона. Виктория Денисова подробнее. Уникальное архитектурное наследие, этнографические материалы, архивные рукописи и предметы печати. В скором времени элементы культуры нашего региона станут частью международного проекта. Сегодня 4 десятка маршрутов входят в программу «Святыни неразделенного христианства». Сегодня 11 районов республики, 11 районных библиотек, плюс районные музеи, плюс Национальный музей республики включились в эту работу. Сейчас мы собираем, Сыктывкарский университет, кстати, тоже, мы сейчас собираем этнографический хороший большой материал. Потому что для того, чтобы заинтересовать, чтобы человек пожертвовал своим временем и что-то узнал дополнительно, для него это должно быть очень и очень интересным. Проект международный. Его идея зародилась 4 года назад во время встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска. Его цель – сплотить культуру Запада и Востока, во всей красе показать особенности римско-католической и русской православной церквей. Сегодня среди участников Венгрия, Сербия, Чехия, Словакия, Польша, Испания и Италия. Огромный культурный пласт представляют российские маршруты. А это Москва, Бурятия, Владимирская и Новосибирская области, Калининград, Великий Новгород, теперь и Республика Коми. Мы говорим не просто о маршрутах, культурных маршрутах Совета Европы. То есть тех маршрутах, которые объединяют те точки, те темы, фигуры, памятники, представляющие общеевропейское значение. Импрессионисты, деятели культуры, литературы. То есть то, что отражает европейские ценности и европейскую общность. Сегодня в Коми разрабатывают 2 маршрута. Первый – о Николае Чудотворце. Он по праву считается одним из самых почитаемых христианских святых. Только в нашем регионе ему посвятили 27 храмов, церквей и часовен. Второй маршрут – книга веры и верности. Он позволит взглянуть на культуру и историю родного края через страницы старейших изданий. В структуре нашего университета есть научная библиотека, и там есть отдел редкой книг и рукописей. Это как раз один из площадок для привлечения студентов к книгоизданию, к истории книгопечатания. И они проводят некоторые исследования, связанные с языком старообрядчества. Мы представили свое предложение для того, чтобы включили в проект наш отдел редких книг и рукописей. Сегодня материал собирают и обрабатывают после сертификации через страны Европы. Таким образом, пройти по культурным тропам Коми смогут не только наши соотечественники, но и гости из-за рубежа. Главное, чтобы пандемия не нарушила планы, отмечают организаторы. Виктория Денисова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.